действительно, если мы обратим внимание на, ну, скажем так, формирование или на те процессы, которые в течение года проходили в команде президента, то мы видели следующие процессы. За это время уже поменялся кабинет министров Мгм. значительно, менялся качественный состав офиса президента. Понятно, что это внутренние процессы. Здесь полностью согласен с Рустемом Умеровым, который сказал об этом. И понятно, чтобы выстраивать диалог, соответственно, нужно видеть определенные, ну, контакты или мишени, через которые, ну, это в профессиональном, да, языке обычно используется, для того, чтобы можно было бы встречаться, налаживать контакты и дальше выстраивать коммуникации. И это очень важно, потому что в любом случае мы должны налаживать коммуникации как Меджлис крымско-татарского народа, поскольку Меджлис крымско-татарского народа — это представительный орган целого народа. С другой стороны, власти, которые есть сегодня в Украине, это законно, легитимно избранная власть, которая в том числе несет на себе ответственность за реализацию коллективных прав и развитие крымско-татарского народа как коренного народа. Другой вопрос. Вы понимаете, есть разные уровни взаимоотношений. Вот есть уровни взаимоотношений и коммуникации, которые прописаны, допустим, в законодательстве, чего сегодня нет и что я постоянно критикую. То есть, если мы говорим о том, что есть закон о коренных народах Украины, то, в частности, в тот законопроект, который мы разрабатывали, он предусматривает взаимоотношения между представительным органом и президентом Украины и, скажем, центральными исполнительными органами Украины, да, это министерства, там, комитеты, и в том числе с местными или с администрациями местными. В этом плане у нас не урегулирован этот процесс. И несмотря на то, что даже вот сегодня есть это постановление, сегодня принято, в котором очередной раз речь идет о Меджлисе крымско-татарского народа, о Курултае, к сожалению, Меджлис крымско-татарского народа является, вернее, к счастью, является официальным органом в Украине, но, к сожалению, он не находится в правом поле Украины. И это может урегулировать только закон о коренных народах Украины. Мгм. Поэтому вот Ягерман здесь указ чыгарacak это президент вот Зеленский. здесь я дальше подвожу к тому, что вот на сегодняшний день, условно, на бумаге у нас по сегодняшний день действует указ о Совете представителей крымских татар. К Мгм. сожалению, этот указ не работает, но действительно было пожелание Меджлиса крымско-татарского народа о том, чтобы, поскольку Меджлис официальный орган, то данный указ, он уже как бы утерял свою силу. Здесь только должно быть урегулирование, указ о взаимодействии Меджлиса с президентом. Хотя, опять же, это должен прописать закон Украины о коренных Коренных народах. народов. Или второй указ о уполномоченного по вопросам крымско-татарского народа, уполномоченного президента. Опять же, этот указ, он есть де юра, де факто, де юра, а де факто он не действует, потому что уже прошло более года, а сегодня института уполномоченного в Украине как действующего института не существует. Поэтому, это тоже же механизм, когда может быть диалог, или от имени президента могут решаться вопросы крымско-татарского народа со всеми уровнями власти. Я шынды мына есетесің, мына қысқадан, чүнки да бірчоқ Мгм. мәселелер бар, бүгін пресс-конференция өткерілді, оны да лаф етмеге істейм. Есетесіз, енді біздің аңламаға башлады ма бұл яна кемиет? Я хочу дать один главный посыл. Сегодня есть крымско-татарский народ, есть проблема крымско-татарского народа, и есть, допустим, власть Украины, которая выбрана украинским народом на выборах. Поэтому здесь хотим ли, не хотим мы, хочет ли президент, не хочет, мы должны садиться за стол переговоров и решать наши вопросы. И я всегда стоял над тем, чтобы крымско-татарский вопрос был над внутриполитическими процессами в Украине. Поэтому понятно, что крымские татары могут быть представлены в том числе и в оппозиционных фракциях или в оппозиционных политических силах. Но это не говорит о том, что здесь это можно связывать проблему крымских татар и проблему участия крымских татар в оппозиционных политических силах. И поэтому, опять же, для того, чтобы крымско-татарский вопрос не был предметом спекуляции во внутриполитических процессах Украины, нужен закон о коренных народах Украины. И я думаю, в этом в первую очередь должен быть заинтересован президент Украины.